для заката есть 5 времен. Есть время, которое джаиз, допустимое. Это с первого дня Рамадана до захода солнца первого дня Шавваль, то есть праздничного дня, можно давать закат. То есть время допустимое или время джаиз, это с первого дня Рамадан. Есть время желательное. Время желательное это то время, которое желательно отдать. Это в день праздника до намаза праздничного, Ураза Байрам. До праздничного намаза желательно утром после рассвета отдавать деньги закат. Это желательное время. Есть обязательное время. Обязательное время это то время, позже которое нельзя отдавать закат. Это время определяется заходом солнца первого дня Шавваль, праздничного дня. Нельзя, то есть раз это обязательно, по-другому нельзя. Обязательно выделять закат до захода солнца первого дня Шавваля. Есть нежелательное время. Нежелательное время тянуть с выдачи закат без причины после праздничного намаза Ураза Байрам. Если нет причины, то нежелательно это тянуть после намаза, а желательно до намаза. Есть время запрещенное, время харам. Какое-то время это после захода солнца праздничного дня, после захода солнца Ураза Байрам, после захода солнца день Ураза Байрама. То есть тянуть без причины с выдачи закат после захода солнца первого Шавваля, то есть день Ураза Байрам, это харам. Причины, например, он ждет приезда родственника, чтобы ему отдать. Это является причиной. Этот родственник нищий или бедный, то это есть оправдание. Без оправдания, без причины запрещено выдавать закат позже этого времени. То есть 5 времен, которые мы уже перечислили. Если маленький резюме сделаем, необходимо в определенные времена выделять закат, определенным людям они выделяют закат, и есть те, которые не только за себя дают, если, например, женщина незамужная, достигшая половой зрелости, она за себя дает. Или мужчина не женат, нет родителей, нет детей, он за себя. Но мужчина, у которого есть жена, есть дети, есть родители, которые нуждаются в нем, он за себя и за них дает. Но в каком случае? В том случае, если он имеет свой определенный достаток, сверх долги и сверх того, что он обязан расходовать на себя и на тех, кого он обязан расходовать. Это все делается и дается определенным категориям людей. 8 категорий, мы перечислили их. И это делается в определенные времена. Есть время, которое желательно, есть нежелательно тянуть с этим, есть время, которое запрещено, нельзя это делать. Надо все эти вопросы и моменты учить, узнавать, чтобы это было принято Аллахом, чтобы он выполнил свои обязанности согласно повелению Аллаха, и чтобы получить большое вознаграждение, потому что сами лучшие деяния, это те деяния, которые Аллах нам приказал их делать. Аллах приказал нам выделить закат аль-фитр, значит, за закат аль-фитр человек намного раз больше получает вознаграждение, чем за садака, за необязательное милостивое. Поэтому необходимо, и напоминаю, чтобы мы исследовали хадис пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям. Он говорил: «Талабуль ильми фаридатун аля кулли муслим». Стремление к знанию — обязанность каждого мусульманина. И ученые говорили, необходимо набрать минимальные знания. Согласно этим знаниям, мы узнаем, что халяль, что харам, что Аллах нам приказал делать, что Аллах запретил, и обязаны выполнить определенные ритуалы. Эти ритуалы будут приняты только в том случае, если мы знаем, как их выполнять, знаем их условия, их рукни, то есть составные части этих ритуалов, и знаем, что может их нарушать, чтобы избегать нарушения. Валлаху а'ламу ва ахкам. Если нет вопросов, иншаллах, на сегодня закончим наш урок. Просим у Аллаха, чтобы Он
даровал нам баракат в этом месяце, в этом благословенном месяце, месяц Рамадан. И чтобы наш пост был принят, что закат была принята, чтобы мы отдали эту закат, чтобы могли отдать столько необходимо в нужное время и тем людям, которые можно давать закат, и чтобы мы попали в среди тех, которым Аллах дает спасение от ада благодаря месяца Рамадан.